На сцене коррекционной школы с новогодним концертом выступают артисты ингушской эстрады и Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева. Дети активно присоединяются к вокалистам, дополняя номер своими танцами. В школе обучается больше 200 детей с разными диагнозами – ДЦП, синдрому Дауна с задержкой психоречевого развития. Они проходят лечение по коррекции в развитии как на уроках, так и на трудовой подготовке. Главная цель этого учреждения – социально-психологическая реабилитация и интеграция детей в общество. По мнению педагогов, такое музыкальное разнообразие в учебной программе им только на пользу. Больших успехов для детей и коллектива пожелал зампред правительства Ингушетии. Вам было весело. Как и принято по ингушским обычаям, гость не должен уходить с пустыми руками. Не только взрослым же дарить подарки. Семиклассница Мака Куркиева в свободное время от занятий занимается прикладным искусством. От себя и всех ребят вручает гостю цветы из бисера и статуэтку в виде башни. Луиза Султановна, можно вас? Луиза Султановна. Принимают гостей из регионального управления службы судебных приставов и в детском доме-интернат. Для воспитанников устраивают новогодние представления. Дед Мороз со Снегурочкой только успевают переступить порог, как уже начинается веселье. Для каждого из особенных воспитанников даже подарки индивидуальные с учетом пожеланий самих детей руководства интерната. Сладкие гостинцы, часы, тапочки, что-то из одежды, а также музыкальные мягкие игрушки. Эти дети особенно нуждаются во внимании, которое мы сегодня попытались им подарить. Я очень надеюсь, что это нам удалось. Ведь любой ребенок, независимо от его возраста или состояния здоровья, на Новый год особенно всегда ожидает каких-то приятных сюрпризов. В интернате воспитываются дети с ДЦП и олигофренией средней тяжести. Им внимание необходимо больше всего. Многие, несмотря на недуг, ведут активный образ жизни. Поздравлять детей с ограниченными возможностями здоровья всегда большая ответственность, ведь их легко обидеть, но в то же время и обрадовать. Впрочем, для таких детей лучший подарок – внимание и толика человеческого тепла. Залина Могушкова, Хаваш Гоегов, Новости 24.